Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Гнедого жеребца карачаевской породы Салахуддин Узденов седлает своей самой во всех смыслах дорогой работой. Произведение шорного искусства мастер оценил в 850 тысяч рублей. Такая нескромная для конской сбруи цена объясняется многомесячным кропотливым трудом и использованным материалом. Детали для упряжи собирались практически по всему свету. Стремена заказали в Испании, трензель привезли из Австралии. Высококачественная черная кожа российского производства украшена более чем сотней ювелирных изделий из чистого серебра. Некоторые из них раритетные, 20-х годов выплавки. Если рассказывать конкретно про уздечку и оснащение седла самого, сделано в традиционном карачаевском стиле, как делали наши предки. Особенность этой уздечки, этой темы в том, что здесь нету шва вообще никаких. Вот здесь везде узлы. Узлы из самой же кожи, именно из этого же сделано. Вот чем она отличается, это особо прочная деталь получается. Ее порвать практически невозможно. На сегодняшний день Салахуддин один из самых востребованных мастеров на Кавказе, хотя еще несколько лет назад он выбрал для себя совсем другую сферу деятельности. В юности поступил на экономический факультет, но еще на первых курсах понял, что не хочет быть банковским служащим. После учебы продолжил семейный бизнес по приемке шкуры, шерсти и параллельно увлекся лошадьми, что и стало предтечей перемен. А началось все с простой переделки стандартного заводского седла. Готовую работу в ту же ночь выставил на продажу по завышенной, как ему казалось, цене, надеясь просто оценить отзывы, но покупатель нашелся уже через минуту, уговорив обменяться на корову. Так внезапное увлечение переросло в призвание, а Салахуддин стал сутками напролет засиживаться в своей мастерской, сливая воедино дерево, войлок, металл и кожу. Обычно я, когда выставляю свой товар на своем канале в Инстаграме, я там люблю подписывать, что это полностью ручная работа. И это не просто красивые слова, а это действительно так. Единственное, что из инструментов каких-то электрических, которые у меня есть, вот эта стальная машинка 23 класса, а все остальное практически все вручную делается. И режем, и клеим, и сшиваем практически все вручную. Вручную здесь изготавливают не только седла, но и инструменты для их производства. Самодельные резчики, лекала, пробойники. Только для работы с кожей требуется с десяток наименований разных предметов и приспособлений. Помимо этого, ремесленник сам рисует орнаменты и узоры для тиснения. Есть два вида клишевания, то есть холодное тиснение и горячее тиснение. Но я в основном делаю холодное. Думаю, что более безопасно для кожи, для материала. Делается это как? Ставить это клише на то место, куда хочешь это установить, и путем давления на прессе. И получается вот этот рисуночек. Тем самым седло смотрится богаче. Слухи о талантливом шорнике широко разошлись за короткое время. Отовсюду ему приходят заказы, но за них он не берется. Говорит, что в таком формате работы гораздо меньше творческой свободы, предпочитая выставлять на продажу уже готовые седла. С несколькими из них планирует расстаться уже в ближайшее время, а на вырученные средства открыть полноценную мастерскую и набрать учеников. Салахуддин уверен, что как бы далеко не зашел технический прогресс, ему не удастся убить в горцах любовь к лошадям. А раз так, то нужны и те, кто и дальше будет заниматься этим древним ремеслом. Адам Абазов, Магомед Типеев, Алиф ТВ, Карачаево-Черкесия.